Михаил Ефимович Николаев, первый наш президент, его личность востребована глубинной исторической волей народа. Особенно в 90-е годы. Особенно времена, когда распался Советский Союз, и надо было фактически спасать не только культуру, республику, да и Россию, наверное. И в это время такие личности, как Михаил Ефимович Николаев, по всей нашей России не так уж много их было. Вот. Но Ментимир Шамиев мы знаем, да. И его личность, его характер, даже личный характер, они очень отвечали вызовам того времени. И в этом смысле я считаю, что республики, народу Саха, народам нашей республики в этом плане очень повезло, что у руля нашей республики оказался такой человек, как Михаил Ефимович Николаев, которого я всегда называю, он открыл Якутию миру. Он открыл Якутию, особенно через культуру. И все, что сейчас в культуре происходит, все объекты, которые во время президентства Михаила Ефимовича были построены, они сейчас полную мощь работают, они работают на духовность, на культуру и даже на идеологию работают. Вот представьте себе, если бы в те времена его указом не создан был Арктический институт культуры и искусств, мы оказались бы без кадров республика. А тем более, если бы не высшая школа музыки, которая сейчас театр оперы, балета, филармония, все наши специалисты по музыке вышли от высшей школы музыки, которые очень так фундаментально поддержал Михаил Ефимович. Строительство театра, Саха-театра, начало разворачивания традиционной культуры, например, его указ по СЭХу, не говоря уже о том, что он в свое время очень-очень глубинно и с каким-то очень личным интересом начал возрождать имена выдающихся людей народа Саха, начиная от Кулаковского. Даже его книга, знаменитая книга, которая называется «Возвращенные имена», стали своеобразной такой настольной книгой для Саха-театра. Я, как режиссер Саха-театра, много-много спектаклей поставил, исходя из идей и героев этой книги «Возвращенные имена». Я лично ему благодарен за то, что в свое время он дал возможность мне, как деятелю культуры, работать министром культуры и всегда удивительным образом, с таким глубинным пониманием поддерживал те идеи, которые мы, деятели культуры, мы предлагали, но подчастую и часто во многом он сам предлагал те идеи, те замыслы, которые, еще раз говорю, развернулись так широко, так мощно, что культура нашей республики известна в России очень как фундаментальная, как развивающаяся, как динамично развивающаяся культура.